Следующий слайд, пожалуйста. В конце XIX века возникла версия кончины и погребения великого отца церкви святого Иоанна Златоуста, вы видите годы жизни его, на территории Абхазии в районе ГУМа Сухумского района. Следующий слайд, пожалуйста. Вместе с этой версией в указанной местности появляется впервые новый топоним Каманы. Следующий слайд, пожалуйста. Вместе с этим топонимом здесь возникает крупный православный монастырь с несколькими новыми христианскими святынями. Вы видите дореволюционную фотографию, современную фотографию. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, о каких святынях идет речь? Церковь и саркофаг святого Иоанна Златоуста, это фотография 30-х годов. Значит, и это церковь святого Иоанна Златоуста. Следующий слайд. Место погребения и святым источником святого мученика Василиска. Следующий слайд, пожалуйста. Местом третьего обретения, то есть нахождения главы святого Иоанна Крестителя, это подъем к этому месту и само место. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, значит, одну минуточку, пожалуйста. Новая версия места кончины и погребения святого Иоанна Златоуста стала дискуссионной. Часть российских дореволюционных исследователей его поддержала, часть аргументированно его опровергала. Октябрьская революция 17 года и последующие события не позволили церковным историкам продолжить изучение данного вопроса. Однако, неожиданно для самих исследователей вопрос локализации города Каман на территории Абхазии был поднят в стенах АБНО, столетие которого мы сегодня с вами вспоминаем. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, благодаря хронике Абхазского научного общества, опубликованного в бюллетене АБНО за 1925 год, там вместе собраны номера 1 и 7, мы узнали, что 28 мая 1925 года на ученом совете АБНО был представлен доклад некого Иванова. Я говорю некого, потому что, к сожалению, об этом авторе мы ничего не знаем. Доклад назывался «К вопросу о местонахождении древнего города Каманы». И вот здесь, в этой же бюллетене, давалось краткое резюме его доклада. Я цитирую. Докладчик на основании критического рассмотрения имеющихся данных, преимущественно греческих источников, приходит к выводу, что приурочение нахождения города Каманы к местности ГУМа в Абхазии, где ныне находится женский монастырь Иоанна Златоуста, не имеет никаких достаточных оснований. Вот. К сожалению, нам ничего не известно об указанном авторе, равно как и о судьбе его доклада. Таким образом, мы лишены возможности ознакомиться с аргументацией докладчика по интересующему нас вопросу. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, в середине 90-х годов 20 века к вопросу места кончины и погребения святого Иоанна Златоуста вернулся ваш покорный слуга. Наше исследование было завершено в 2014 году написанием докторской диссертации, вы ее сейчас видите, греческий вариант на экране, значит, в книжном формате, и защитой этой диссертации в стенах Аристотелевского университета города Салоники, Греции. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, в 2020-2021 годах, являясь старшим научным сотрудником отдела истории Абиги, мы опубликовали в Вестнике Академии наук Абхазии большую статью под названием «Место кончины и погребения святого Иоанна Златоуста». В ней мы подробно описали историю возникновения абхазской версии о месте кончины и погребения святого Иоанна Златоуста. Кроме того, мы представили историю собственного исследования указанной проблемы и общие выводы докторской диссертации, с которой как раз сейчас, если вы позволите, я вас кратко ознакомлю. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, прежде всего, вы видите карту. Вот, значит, город Константинополь, где он находился, в
в конце III века, в начале IV века, в 404 году его ссылают вот в этот маленький городок Кукус на территории тогда провинции Армения или большая провинция Каппадокия. И, значит, здесь он находится ровно 3 года. Через 3 года его снова направляют в Питиус, новое и окончательное место ссылки. И, не дойдя до вот этого Питиуса, то есть современной Пицунды Абхазии, он скончался вот в этих каманах абхазских, которые находятся на территории Понта. Это современный город Гюменек, значит, в Турции. Мы исключаем, следующий слайд, пожалуйста, мы исключаем возможность кончины святого Иоанна в каманах армянских. Вот история, она очень удивительна. Вот как таким образом получилось, что от места его последней ссылки Кукуса армянского до места последнего заточения Питиуса все 3 города оказались на этом маршруте. И каманы армянские, и каманы абхазские, и каманы понтийские. Вот в этом была загвоздка, потому что люди, не зная географию, тем более церковную географию, вот в этом запутались. Поэтому мы исследовали все варианты. Исключили каманы армянские, это современный Сар, Турция. Хотя в некоторых источниках это древний город и указывался в качестве места, где представился Златоуст. Следующий слайд, пожалуйста. Мы исключили возможность кончины и погребения Иоанна Златоуста и в каманах абхазских. Безосновательность данной версии, возникшей в 1884 году и связанной с именем некого греческого археолога Константина Фрисиса, значит, был выявлен в процессе нашего исследования. Следующий слайд, пожалуйста. Нам удалось установить, что святой Иоанн Златоуст действительно скончался в древнем храме-мартириуме в Каманах, в котором находилась гробница святого мученика Василиска. Вы видите самое раннее его изображение этого мученика Василиска на знаменитой ротонде в городе Фессалоники. Эту фотографию я сам делал в этой ротонде, они мне разрешили, я сделал хорошие фотографии. А святым, который явился в видении перед кончиной, был именно вот этот мученик Василиск, племянник святого Федора Тирана, соратник святых мучеников Евтропия и Клеоника. Они все приняли мученическую кончину в каманах понтийских между 309 и 311 годами, там просто нету точной даты. Соответственно, у нас нет никаких сомнений в том, что Иоанн Златоуст действительно скончался в каманах понтийских. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, есть еще одна тема, которая в этой диссертации тоже рассматривается. Было и такое событие, которое произошло через 30 лет после кончины Иоанна Златоуста, когда уже имя его восстановили, значит, все поняли свою ошибку, как обычно это бывает в жизни, решили вернуть его останки в столицу Византийской империи, город Константинополь. Так вот, вы сейчас видите миниатюру перенесения останков мощей Иоанна Златоуста. Это миниатюра из знаменитой минологии императора Василия II X века. Она хранится в Ватиканской библиотеке. Так вот, если мы рассмотрим это событие, мы совершенно четко понимаем, что мощи никак не могли быть перевезены из города Питиуса, как об этом сообщал Иоанн Занара в XII веке, равно как не могли быть перевезены из каман армянских. Там маршрут очень интересный, там все описано. Вот. И этот маршрут снова нас отводит в город Каманы Понтийский или Гюменек на территории Турции. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, на основании всех источников и материалов, а это более 600 страниц, чтобы вы понимали, рассмотренных нами в докторской диссертации, мы с полной уверенностью заключаем, что город Каманы, в котором скончался и был погребен святой Иоанн Златоуст, находился в Понте, на месте современного турецкого населенного пункта Гюменек, расположенного рядом с городом Токат. Вот здесь вы видите дореволюционные фотографии, это фотографии 1907-1908 года, сделанные французским путешественником. На наше счастье, он сохранил, вот сохранились эти фотографии. Они были мною обнаружены, когда я учился в Салонике в университете. И вот здесь город Каманы, это Каманы Понтийские. И мы видим здесь настоящую гробницу святого мученика Василиска, в котором
лежали останки, в том числе святого Иоанна Златоуста. Вот эта гробница, к сожалению, сегодня утеряна, ее уничтожили. Но вот эта фотография сохранилась. Следующий слайд, пожалуйста. Благодарю вас за внимание.